Тем временем в Коми пока нет ни одной образовательной организации, которая бы прекратила свою работу из-за карантина по COVID-19. Об этом нашему телеканалу сообщили в региональном Минобрнауки. Тем не менее, единичные случаи заражения в учреждениях все-таки есть. При этом болеют не только педагоги, но и ученики. Так, буквально накануне очередной случай инфицирования был зафиксирован в 3-й школе Сыктывкара. О том, как в учреждениях организован образовательный процесс в связи с ковидом, а с наступлением осени еще и с гриппом, в репортаже Евгения Кладкевич. Сыктывкар, школа номер 3. Вчера здесь на карантин закрыли весь 5 А-класс. У одного из учеников подтвердился коронавирус. Остальные ребята, по сообщению директора, пока чувствуют себя хорошо. Однако минимум 2 недели 5 А на карантине. Дистанционная работа – мера необходимая, чтобы коронавирус не распространился и на остальные классы. Мы разделили входы для учащихся, чтобы не все заходили через одну дверь. Мы закрепили дежурных учителей, классных руководителей, дежурного администратора. Мы измеряем температуру на входе. Мы закрепили за каждым классом кабинет. Дети не ходят по школе, не сидят в одном кабинете. В Коми на сегодняшний день ковидом болеет больше 500 детей. 63 госпитализированы. Больше всего инфицированных школьников в Ухте и в Сыктывкаре. Сегодня специалисты говорят уже о 4-й волне ковида, главное оружие которой уже так называемый дельта-штамм коронавируса. И его очень часто подхватывают именно дети. Болеют даже младенцы. И при этом очень тяжело. Если раньше они просто покашляли, просто несколько дней температурили, то сейчас есть и те, которые высоко температурят, кашель, и вот одышка, я говорю, крайне редко, вот сейчас только один. К сожалению, в детском возрасте нет препаратов, которые мы сейчас используем для предотвращения тяжелых форм у взрослых. Не было апробации, не было данных, и поэтому мы не можем применять, и несколько затруднено лечение подростков также. По соглашению родителей, в случае, если болезнь протекает слишком тяжело, медики все-таки используют взрослые препараты, но в особой дозировке. Лучший способ обезопасить себя от инфекции – это, конечно, вакцинация. Однако для детей антиковидная прививка пока не разработана. Поэтому в образовательных учреждениях прибегают ко всем возможным мерам по сдерживанию ковида. Не только разделяют входы для школьников, но и проводят дезинфекцию и кварцевание помещений. Под запретом все массовые мероприятия. Посторонних в школы не пускают. Родительские собрания проводят, когда в школе нет ни одного ученика. Сразу после ухода взрослых школу дважды обрабатывают дезинфицирующими средствами. К таким условиям в учреждениях уже привыкли. Все-таки живут по антиковидным законам больше года. У нас закрытие образовательных организаций действительно происходит либо по причине роста заболевания гриппом, либо по причине заболевания новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день у нас нет полностью закрытых учреждений по причине ковида. У нас есть частично закрытые учреждения, либо, то есть не учреждения, а классы, либо несколько классов образовательных организаций по причине заболевания ковидом. Это 121 организация на территории всей Республики Коми. С наступлением осени угроза здоровью усиливается. Помимо коронавируса, который активен на протяжении всего года, начинает орудовать грипп и ОРВИ. Дети и подростки с неокрепшим иммунитетом одни из первых подвержены заражению. И если от коронавируса их пока не прививают, то от гриппа массовая вакцинация по традиции началась еще в начале осени. По сообщению врачей, в Коми на сегодня имеется достаточное количество вакцины. В прошлом году грипп испугался, его не было практически не в России, у нас не отмечались случаи заболевания гриппом, но в этом году уже с начала сентября зарегистрированы случаи вируса гриппа Б в Российской Федерации. Поэтому нельзя расслабляться по этому поводу. Мы сейчас как раз занимаемся с Министерством здравоохранения, где мы будем определять койки, да, потому что все уже заняты коронавирусом, да, везде лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, и нам нужно выделить, отделить, чтобы они лежали отдельно. На карантин по ОРВИ в Коми закрыты сразу 5 детских садов и 6 школ, частично 153 учреждения. В некоторых регионах ситуация обстоит сложнее. Где-то, как, например, в Нижегородской области, образовательные учреждения уходят на полное дистанционное обучение. В Коми же пока все заведения работают точно. Однако ситуация может вполне измениться, если обстановка с инфицированием того потребует. Евгения Кладкевич, Роман Боровиков, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.